после того, как мы парламент сформируем, у нас в обществе начинаются разговоры, общение о том, что не стоило данного кандидата избирать, говорить о том, что, как Шамиль Омарович говорит о том, что у него, когда выборы проходили, кто-то административным ресурсом пользуется. Чтобы вот эти все моменты наладить, я думаю, сегодня уже надо начать вести работу по поводу образа будущего депутата. Естественно, конечно же, я хотел бы сказать о том, что вот у нас здесь представители наши старшие, золотой созыв 91-го года избирались лучше, но я хочу сказать, что у нас и сегодня тоже есть достойные, порядочные граждане, которые готовы сегодня брать на себя ответственность, и поэтому вот где говорили о том, что власть может, исполнительная власть, влиять там, на мнение кандидата, на мнение депутата, я здесь не согласен, потому что все-таки я считаю, если мы ответственно подойдем, и в первую очередь общество должно к этому подойти, те люди, которые будут избирать кандидатов, там не по критериям, просто он там, мне стыдно, он мой сосед, или он там просто хороший парень. Хороший парень, это недостаточно того, там наличие образования должно быть, естественно. И как Константин Эдуардович говорил, я полностью с ним согласен, в парламент, если попадет там академик, там деятель культуры, там пусть будет народный артист, поэт, какое влияние ты на него окажешь, на такого человека, который, как окажешь? не знаю, мне кажется, да. Может быть, да, сейчас, может быть, есть и такие люди, да, я не знаю, но как раз таки это чувствительные самые люди. Если говорить там о том, что по партийной системе, я думаю, что со временем, естественно, мы к этому придем. Сейчас у нас в любом случае новый созыв, он будет по старой схеме избираться, поэтому думаю, что надо основательно подготовиться пока вот к этому и подумать о том, как все это правильно, грамотно сделать, для того, чтобы потом у нас со временем не получались те ситуации, процессы, которые, мы иной раз наблюдаем, наши депутаты парламента, потому что они имеют чуть больше полноты в своих руках, они и хозяйственной деятельностью занимаются. Я вот здесь считаю, что как раз таки депутатам городского собрания, я считаю, что там их полномочия можно расширить, дабы они этим вопросом занимались, а законодательная власть все равно, они должны законами заниматься, следить за их исполнением. Конечно же, социальные проблемы граждан они тоже охватывать будут. Считаю, чуть-чуть, чтобы разграничить, и здесь тоже помочь, чтобы все прямо в парламент и дать полномочия депутатам нашим городским. Это было бы, мне кажется, что это была бы правильная идея, мысли правильные. У некоторых, и Дмитрий говорил, Александрович, я с ним тоже полностью согласен. Поэтому время есть, и все, что не происходит, все, что у нас в Абхазии не происходило, всегда наш народ справлялся с трудностями и уверен, и здесь мы тоже преодолеем, и правильное русло все направим.